Высшая лига 2020 приветствует вас на матче Ислыш-Динамо Брест. Уважаемые болельщики, звучит государственный гимн Республики Беларусь.
Павел Павличенко. И выступил номер 1 Сергей Гнатович. Выступил номер 27 Александр Макаш. Николай Януш.
Возле входа этого сектора работает точные щиты и палатка с атрибуцией.
Ну что ж, перерыв посвятим разбору событий первого тайма. Ади Ислыч, Динамо Брест, счет пока 1-1. Олег Дулуп, меня зовут Николай Ходосевич, мы на стадионе «Трактор». Давайте по традиции от общего к частному. Общее впечатление от этих 45 минут. Мы предполагали, что Ислыч будет по-хозяйски себя чувствовать, но Брест вроде как начал неплохо, потом игра выровнялась. Это я уже так для затравочки вам. Николай, вы правильно сказали, что стартовое начало было со стороны Бреста, потом игра выровнялась. Ислыч выровнял за счет опорной зоны, и потом удары за пределов, угловой и взятие ворот. Ну и в целом, вот если вот анализировать первый тайм, это именно если брать по моментам 4-1 в пользу Ислыча. Давайте разберем единственный мяч, который пока забит в этой встрече. Забит он после углового, после розыгрыша углового хозяевами. И Николай Януш забивает юбилейный 100-й гол, которого так долго ждал форвард. Олег Анатольевич, здесь, ну что, какая ошибка, наверное, да, будем разбирать со стороны брестского «Динамо», кто не уследил, или на что-то другое обратил внимание? Обычно говорят, что 70% это подача. Вот здесь бы я то же самое сказал, что 70% это подача со стороны Комаровского. Потому что, я так понимаю, что это все равно наиграно с уводом игрока из створа. Два человека повели, и именно со спины работал Януш. И разберемся еще по игре. 5-5, да, мы насчитали такое соотношение атакующих и оборонительных, и в той и другой команды. И в той и другой команды, да, соотношение. Просто мы с вами первый тайм обсуждали, давайте телезрителям тоже объясним, что мы имеем в виду, и какое должно быть идеальное сочетание, или как это принято, вот все. Ну, обычно давайте оттолкнемся от того, что идеальное сочетание считается 6-4. 6-4, это ты хочешь атакующую команду, 6 игроков атаки, 4 защитника должно быть. Если ты хочешь получить оборонительную, то в другом сочетании. Ну, это как бы правило такое, ну, как бы негласное, скажем так. Но при этом то, что мы увидели, например, Ислыч, это 5 номинальных защитников, которые играют в линию. И при этом остальная пятерка — это игроки атакующие, особенно после травмы Потоцкого. Очень интересно увидеть, конечно, в опорной зоне нижнего опорного Комаровского, потому что Ислыч тоже, на моей памяти, 3-5-2 они вообще не играли ни разу, все время 3-4-2-1 использовалась система. А тут, я думаю, именно под Брест перестроились на игру вот именно 3-5-2. Если у нас есть подборка опасных моментов первого тайма, коллеги, я попрошу вам дать сейчас, может быть, для тех, кто опоздал и не все видел в этой трансляции, но я тем временем продолжу задавать вопросы, касающиеся тех событий, которые произошли в первом тайме. В частности, мы увидели 2 замены вынужденные. Это замена вратаря, и вот в тех моментах, которые были со стороны Ислыча у ворот брестского «Динамо», тяжело же голкиперу со скамейки войти. Очень тяжело, очень тяжело, потому что голкиперу нужно понимать, что это не полевой игрок. В тонусе, раз ты, например, если был заявлен в заявке Павлюченко, то обычно Павлюченко должен и заканчивать игру. То есть Игнатович — это как вратарь, ну, на крайний случай. Вот крайний случай произошел. То, что не попал в игру, на мой взгляд, то же самое, что, скорее всего, вот именно тонуса такого игрового не было. Брестская «Динамо», впечатление по физической готовности, о которой так долго мы говорили на протяжении недели. Что скажете? Ну, чисто визуально, 30 минут, и инициатива ушла к Ислычу. То есть, несмотря на то, что Ислыч оборонялась, отдала инициативу, пыталась в контратаке. 2 контратаки, которые, ну, вот в первом тайме именно, по-моему, на Инсане, это где, ну, судейский свисток просто обрезал эти 2 атаки. Там по разным причинам, скажем, необъяснимым. Но я думаю, что вот эти контратаки, они как бы как предыстория к тому, что, я говорю, по моим подсчетам 4 голевые атаки было именно у Ислыча. Из них 2 на последней минуте. И, конечно, было несколько интересных атак у брестского «Динамо», если мы говорим про Ислыч, но заходят они с флангов, да? Здесь тоже есть тактический момент. Брест в основном заходит с левого фланга, хотя момент, который там был у Савицкого, единственное, я просто не понял природу свистка, почему атака была остановлена. Вот этот момент зашел по центру. Тут либо левый фланг, либо середина. И я думаю, что если сейчас в раздевалке разберутся, как перекрывать эти фланги, потому что атакующие, ну, инсайды так называемые, это с одной стороны Януш, со второй стороны сейчас Юсов, очень тяжело двигаться, если без помощи крайних защитников. Крайние защитники у Ислычи, они находятся в линии, и они помощь не оказывают. Вот возникают своего рода перегрузы, особенно слева, там ситуация 3-2, 4-2, здесь нужна помощь крайних центральных защитников. На скамейке запасных у брестского «Динамо» Артем Милевский.
на него обращаем внимание. Там есть еще Наёк. Мы не знаем, в каком они состоянии, опять же, да, это вопросы главному тренеру Брестского «Динамо» Сергею Ковальчуку на послематчевой пресс-конференции. Но сама по себе игра и тот счет на табло на стадионе «Трактор» подталкивает к мысли, что их появление должно случиться. Ну, я думаю, в большей степени все-таки Милевский. Да, Милевский, потому что Сидько, конечно, скорость, но надо обращать внимание на то, что Истач глубоко обороняется и скорости пространства просто не дают. Несмотря на то, что есть защитники центральные, которые относительно Сидько более медленные, но Милевский, мне кажется, Милевский. Хорошо, вместо кого? Можем ли Вместо мы здесь... Сидько. Вместо Сидько? Да. И Сидько не попадает в эту атакующую игру? Он абсолютно не попадает, потому что ему нужно пространство, я так понимаю. Он хочет, конечно, себя проявить. Первая игра, наверняка, в стартовом составе после возвращения. Но тут нужен игрок другого плана. Может быть, Милевский, даже если он не готов физически очень хорошо, он сможет помочь в этой игре. И обратим внимание на первый тайм. Ну, мы-то на некоторых игроков так или иначе обращаем внимание. Диало, его 45 минут, его участие в этих комбинациях, которые были у Брестского «Динамо», на мой вкус, очень хорошо. Соглашусь с вами. Может быть, не очень, но нет, хорошо, он да? привнес совсем другую, скажем так, изюминку в игру Брестского «Динамо». Игрок качественный, хорошо цепляется в недодачу и хорошо на дистанции работает, когда есть пространство. Мы проговорили уже по Милевского, который может появиться. Диало при этом останется. Есть на скамейке запасных еще Денис Лаптев. В эту игру под стандарты вместо Диало как вариант во втором тайме. Может быть, вместо Диало можно использовать как пару. Можно их двоих соединить? Пару, да, потому что Диало, он больше игрок, который на скорости работает. Денис это вверху, это под левый фланг, под подачей слева. Ну тогда куда деть Милевского? И Милевский свистать всех наверх, потому что Брестское «Динамо» проигрывает. И, конечно, чемпион после такой длительной паузы намерен был взять очки и намерен по-прежнему. У нас продолжается перерыв на стадионе «Трактор». Давайте, если есть несколько минут, я, честно говоря, не вижу по хронометражу, вспомним еще события вчерашнего матча. Коллеги, давайте быстренько пробежимся сначала по голам Рух Славия, для того, чтобы закрепить, вернее, разогнать этот тур дальше. И я вас прошу, что это было? Рух вел, Рух вроде бы к 70-й минуте чувствовал себя великолепно, а на выходе 3-3. Как так бывает? А это счет 2-0. Вот, в футболе нет ничего опаснее, чем счет 2-0. Счет, который дает один мяч преимущество, команда собрана. А при счете 2-0, если ты, скажем так, не используешь несколько голевых моментов, ну тогда можно ждать то, что мы увидели. Потому что команда расслабляется и собраться дальше очень тяжело. Но надо дать должное, что Славе все-таки повезло, это везение, чтобы концевой на ровном месте ошибся там, на 90 плюс 4. Это должно быть действительно везение. Но Славия на ничью наиграла по суммам. Ну, еще можно добавить, что это молодость, да, потому что 6 игроков до 21 года были на поле в составе Руха. И насколько тренер может влиять вот на эту обстановку, на молодую команду. У меня, честно, было впечатление, когда проходит, допустим, молодежный турнир или молодежная команда, когда играет, у них может быть 3-0, а затем 3-4. Ну, да нет, это же нужно понимать, что это высшая лига, что у них же не первые матчи высшей лиги, они же не пришли сразу с дубля и начали играть. Они уже определенное количество наигрыш матчей и так далее вот есть. Тут возраст уже значения не имеет, на мой взгляд. Понятно, что люди, которые выходят, появляются с дубля, да, для них это свойственно, для Тикачели, но здесь, наверное, природа больше психологическая, просто расслабленность полная команда. И давайте мы успеем, у нас перерыв продолжается, посмотреть, как Витебск обыграл Слуцк. Хороший матч тоже накануне был. Если что-то упустили, то наверстаем в этом перерыве. Это такая заслуженная хорошая победа. И Витебск, вот мы заглядывали в таблицу по ожидаемым очкам, был не на своем месте. А теперь как будто забрал и поднялся вверх. Впечатление по этому матчу и по Диего в частности. Очень хорошая игра со стороны именно атакующего звена. Вертикальная игра вот на протяжении всей игры. Диего просто затерзал пару центральных защитников. Куанда, потом Анюкевич вместо Куанда и Такулов, по-моему, играл центрального защитника вторую игру подряд. Ну, разные, на совершенно разных скоростях футболисты играли, потому что Диего тут должен был хитрик наверняка по такой игре сотворить.
Хорошие бразильские танцы на берегах Двины, ну и, собственно, хорошая комбинация, после которой Диего забил. Витебск набирает 3 очка, у Слуцка продолжается эта серия неудачная конкретно на этих матчах пятницы, субботы. Сегодня продолжение игровой программы и воскресенье. Мы остановимся уже по традиции в понедельник 21:00 в прямом эфире в проекте «Ясно о футболе». Возвращаемся на стадион «Трактор». Из Витебска и из Бреста у нас 1:0 впереди Ислыч, впереди второй тайм. Что ждать от этих 45 минут и что может случиться? Давайте даже не с одной командой. Случиться может все что угодно. Ну, это понятно, да. Но ждать очень сложно, потому что если бы, например, Брест был в хороших кондициях, следовало ожидать именно такое давление, постоянного давления, то, что Брест умеет делать. Но сейчас нужно понимать, в каком состоянии находится команда. Оценить очень сложно. Но, говорю, чисто визуально 30-я минута уже немного подсели. То есть тот самый момент, когда хотелось бы прибавить, да нечем. У Бреста, наверное, в физическом плане, а у Ислыча просто на скамейке запасных исключительно молодые игроки. Нет, Ислыча нечем, да, соглашусь с вами. Но Ислыч более опытная команда, и она в игровом тонусе. Мы обсуждали это до матча, что несмотря на 3 поражения, это все равно игровой тонус. Игроки находятся в игровом тонусе. Плюс игроки опытные, они не могут проигрывать много матчей подряд. Для них это всегда вызов своего рода. Да, 3 поражения у Ислыча, но сегодня как раз-таки команда Виталия Жуковского пробует прервать эту серию. У нас завершается перерыв, передаем слово коллегам, смотрим второй тайм и смотрим, как Брестская Динамо будет реагировать на поражение, как будет от него спасаться и уходить. Хорошего вам просмотра.
Иди в него! Олег, Олег! Ёпа, ну ты, блядь, ёб твою мать, блядь! Ты притонуться можно, блядь! Маш! Wake up, эй! Один серый!
играет, блядь. Выступил номер 10 Артем Елецкий.
Ближе, он один! Ближе, ближе! Здесь! Иди! Ближе! Давай! Говори, блядь! Подожди, Степ, подожди, пускай. Ближе! Один! В составе футбольного клуба «Искр» школе покидает номер 31 Дмитрий Юсов. В игру вступил номер 5 Александр Павлович.
Левка, Левка. Внимательно, мяч! Мяч! Концентрация! Мяч! Рефери вратарю мешает игру! Кузя! Нормально? Ноги, да руками играть, алло! Бля, ну здесь ты не видишь нихуя. Внимательно, давай, 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 ножки, ножки, мяч, мяч!
Алло! Добивание! Внимательно! Сразу включайтесь! Максимум! На добивание! Включаемся! Пока вратарю! Внимательно! Газ, Пуля! Есть! На добивание! Степан! Давай! Степан! Давай, давай, давай! Дальняя, дальняя, дальняя! Походу нет. Павел Михайлович. И тут номер 51 Денис Лапкин. Далее подбору! 15! Делай, ван. Работаем, работаем, двигаемся! Один.
Один. Поднимай, поднимай. До времени матча добавлено минимум 4 минуты. Давай, давай, но! Эй, Киги, проверь! Бей! Проверь, бежа! Куда не играешь, Олег, такой, Олег? Отборки, забей! Олег, свободен! Эй, Киги! Бежа! Замена составит футбольного клуба «Николь». Поле играет номер 50 Николай Януш. В игру вступил номер 30 Клементий Гаврилов. Определены лучшие игроки сегодняшнего матча. В составе команды «Динамо Брест» будет номер 14 Аблаев Диалог. В составе футбольного футболистов номер 10 Николай Януш. Стоит, да, ниже нельзя, да. Олег, игра, Олег. Павел, модуль, каз слева.
Футбольный клуб «Кислыч» благодарит своих партнеров. Титульный партнер клуба Hyundai Автогаз, авторизованный дистрибьютор марки Hyundai в Беларуси, крупнейший белорусский ритейлер, торговая сеть Евроop, международный автомобильный холдинг Атлант М, Софтбэк, компания Парад Авто, производственное предприятие «Вторичный щебень», страховая компания Белгосстрах, торгово-развлекательный центр «Град», компания ШТМ Плюс, барбершоп Беркут, технический партнер клуба компания Джома, информационный партнер клуба телеканал «Столичное телевидение», официальный мессенджер Вайбер, радиостанция «Радио BA» 104.6 FM.